Family home. Okay. So today I think I need no introduction. I think. Сегодня, наверное, я уже не нуждаюсь в представлении, да? I think Rinpoche is going to Dharamsala now. Rinpoche уже уехал в Dharamsala, поэтому некому меня представить. He'll be meeting with His Holiness day after tomorrow. Послезавтра он будет встречаться с его святейшеством Далай-ламой. So, but yeah, everybody knows me now, so you don't need introduction, I think. Но вы со мной уже все познакомились, да? Поэтому мне не нужно себя представлять. And let me ask you a question before I start. How many of you were in the teaching at the old temple? Пожалуйста, можно я вас спрошу, кто из вас был на старом хуруле, когда я давал учение? Кто из вас принимал участие? Поднимите руки. Okay, some of you. Некоторые, да? How many of you are sort of new to Buddhism, not too advanced or something like that? А кто из вас новые люди в буддизме? То есть не так хорошо знаете буддизм? Okay. So the rest of you are in the middle, I guess. А другие посерединке, наверное, да, в середине пути. Так можно сказать? Okay. I'm asking because my wife is very concerned. Я спрашиваю вот почему. Потому что моя супруга, она очень озабочена. Because the topic of the lecture today потому что тема сегодняшней лекции is a very complicated one. Очень сложная. It has to do with the sort of highest philosophical teaching. Она касается высочайших философских учений, which is known as the Madhyamaka, которые носят название Мадхьямака, or the the Ume, или Уме, Umatawa, and which I call the central way. Я обычно называю это центральным путем. Some people call it the middle way. Некоторые называют срединным путем. So I don't know what the difference exactly is. Я точно не знаю, какая разница между словом центральный и словом срединный. Right. Anyway, it grows out of a book by Lama Tsongkhapa. Я буду основываться на книге Ламы Цонкапы, which he wrote in 1407. Которую он написал в 1407 году. After he about 9 years after he had attained complete enlightenment. Через 9 лет после того, как он достиг полного просветления. And actually, there are two works. It's called in Tibetan. It's called Lekshe Ningbo. На тибетском языке текст называется Lekshe Ningbo. And this Lekshe Ningbo means и Lekshe Ningbo означает essence of good eloquence. Как переводится этот текст, сущность красноречивых изречений. That is to say, the kind of eloquence that benefits people. То есть это какое-то особое красноречие, особая форма красноречия, которая приносит пользу людям. And I think some of you may not know the story about Tsongkhapa's complete enlightenment. Я думаю, некоторые из вас не знают о том, как Лама Цонкапа достиг полного просветления. So I'll begin by telling that story. Поэтому я начну с того, что расскажу вам эту историю. Tsongkhapa had been on a 5-year retreat. Лама Цонкапа находился в 5-летнем затворничестве. Almost 6 years, actually. На протяжении почти 6 лет, на самом деле, не 5, а 6. And he was so deep in meditation. И он был так глубоко погружен в медитацию and study. И в учебу. That he was away from the actual retreat center where he had 8 companions. He was somewhere else in the actual retreat center. Он находился не вместе со своими 8 компаньонами по затворничеству, а в каком-то другом месте. He was another 3,000 or 4,000 feet above them. Он находился выше, на 3-4 тысячи футов над теми местами, теми пещерами, где находились его спутники. In a cave. Он сам находился в пещере. The cave was called the Yama Tongue Cave. И эта пещера носила название «Пещера Язык Ямы». Because it had a big rock that looked like a tongue of Yama. Потому что там был такой огромный камень, огромная скала, которая была похожа по форме на язык. And it still has a spring in the back of the cave, so there was water. И там позади этой пещеры и по сей день бьет источник воды, так что вода была там и в те времена. At the altitude of about 17,000 feet. Это примерная высота 17 тысяч футов над уровнем. More than 5,000 meters. Больше, чем 5000 метров. And then he was reading a commentary. И он читал комментарий. On Nagarjuna's book called Wisdom. К тексту Нагарджуны, который носит название «Мудрость». Which has 27 chapters. В этом тексте 27 глав. Which are called the fundamental verses. Этот текст в целом называется «Фундаментальные строфы» on the central way. О центральном пути или срединном пути.
And he was reading chapter 18. Он читал 18 главу. Which is the chapter on the self. Эта 18 глава рассказывает о том, что такое я. And it's very important about Tsongkhapa's own sort of character and his own insight. И что очень интересно, что отличало сам характер Ламы Цангкапы и его силу его прозрений. That even though he was on a meditation retreat, это то, что хотя он находился в медитационном ретрите, в затворничестве, he was still studying. Он все равно и там учился. You know, meditating and then going back to the study, back and forth like that. Он то медитировал, то опять переходил к изучению, потом опять возвращался, потом опять переходил к изучению. And he was studying the Central Way philosophy. И что он изучал? Он изучал философию Срединного пути. And he was also studying the tantric study of the Guhya Samaja. Одновременно с этим он проводил изучение тантрических практики Гухья Самаджа. Because he understood the way he understood it. Потому что то, как он их понимал, you had to understand the wisdom from the Central Way. Он чувствовал, что он должен извлечь мудрость из Срединного пути. The wisdom of voidness or emptiness. Мудрость, которая описывает пустоту. In order to understand the compassion and vision of the Tantra. Для того, чтобы прочувствовать это сострадание и это видение, которое дает нам тантра. The two were inseparable for him. Потому что для него эти две составляющих были неразрывно связаны. So anyway, he was there. Так вот, он был там, в этой пещере. And then one night he had a dream. И однажды ночью ему приснился сон. And in the dream he was in the Tushita heaven with the Buddha Maitreya. И в этом сне он находился в раю Тушита вместе с Буддой Майтреей. And also Nagarjuna, Chandrakirti. Там также присутствовали Нагарджуна, Чандракирти. And all the great Indian masters were present. И все величайшие индийские наставники, они тоже были там. The Pandits of Nalanda, like outside the temple here. Пандиты Наланды, те, которые окружают ваш красивый хурул, они находились там, в раю Тушита. But they were actually there and they were discussing the Central Way. Они были там в настоящем в своем виде, в своей форме, и они обсуждали учение, обсуждали Срединный путь. And then one of those great pundits got up out of the assembly. И вот один из этих пандит поднялся из собрания. And walked towards Tsongkhapa in the dream still, in the dream. Подошел к Цангкапе, как мы помним, это все происходит во сне. And then took a book, an Indian Sanskrit book. И он взял индийскую книгу, написанную на санскрите. And he touched Tsongkhapa on the head. И вот так прикоснулся к Цангкапе, к его голове. And Tsongkhapa recognized him as someone called Buddha Palita. И Лама Цангкапа распознал в нем Будду Палиту. Who was an important commentator on Nagarjuna. Он был очень важным комментатором, оставлявшим комментарии к Нагарджуне, к текстам Нагарджуны. And he was very, very tall, and he was dark-skinned. Он был очень высокий, и кожа его носила темный оттенок. Вот так он узнал в нем Будду Палиту. Because he came from South India. Потому что он был родом из Южной Индии. Then Tsongkhapa awoke from that dream. Потом Лама Цангкапа пробудился от этого сна. And felt really wonderful, felt very good. И чувствовал себя очень хорошо. У него было такое чудесное ощущение. And very happy. Он был очень счастлив. And then he opened the book. Он раскрыл книгу. Buddha Palita, which he was reading. Книгу Будды Палиты, которую он тогда читал. To the 18th chapter. На 18-й Нагарджуна. To the 18th chapter. Нагарджуна у Будды Палиты. No, Buddha Palita. Well, it's a commentary on Nagarjuna. Комментарий к тексту Нагарджуна, написанный Будды Палитой, 18 главу. And then he was in comment on the verse of Nagarjuna, where Nagarjuna says. И там был комментарий к строфе Нагарджуны, где Нагарджуна говорил. The self is not the same as the body-mind aggregates. Я — это не одно и то же, что совокупности ума и тела. And the self is not different from the body-mind aggregates. И я не отлична от совокупности ума и тела. And when he read that phrase, когда он прочитал эту фразу, and even said he had his finger on the text. И даже рассказывается, что он тогда водил по тексту своим пальцем. So he wasn't like meditating like this. Он не вот так сидел и медитировал. Then suddenly he completely understood everything. Неожиданно он понял все полностью. He attained his highest and complete enlightenment. Он достиг своего наивысочайшего и полного просветления. Which he expressed himself as he just became clear about all the most fine points. Который он сам описывал как полную ясность абсолютно всех сложных моментов. Everything became perfectly clear. Для него все стало совершенно ясным.
And also he said, И также он говорил, as I think I mentioned the other day somewhere, и я думаю, что я где-то на своих лекциях об этом уже говорил на днях, that this new knowledge that he had что это новое знание, которое он получил, was the opposite of what he expected it to be, было противоположным тому, что он ожидал in some respect. в некотором смысле. And that's a very interesting statement because he was very well prepared. He had been studying for 41 years. И это очень занимательное заявление, потому что на самом деле Лама Цангпа был очень хорошо готов к просветлению, потому что до этого он посвятил учебе 41 год. Well, he was 41 years of age, that means. He's 41, so he'd been studying really 38 years. So he started studying when he was 3. Когда он начал учиться, ему было 3 года. Может быть, он посвятил учебе 38 лет. He was 41, yeah. Ему был тогда, на тот момент, 41 год. And then, being perfectly enlightened, и поскольку он стал полностью просветленным, you would think he would have wandered out of the cave all happy and done a dance. Вы, наверное, подумали, что вот достигнув просветления, что он сделал, он вышел из пещеры в состоянии полного счастья и блаженства и принялся танцевать. But no. Нет. The first thing he did Первое, что он сделал, was write a poem. Написал поэму. A long poem. Очень длинную поэму. Which is called the essence, also called Lekshe Ningpo. Которая также называется Lekshe Ningpo. Or the essence of good eloquence, or essence of true eloquence. Сущность красноречивых изречений. And which is called Praise for the Buddha. Она носит название восхваления Будды. For his teaching of relativity. За то, что он преподал учение об относительности. Now, some people don't like it when I translate Tenzin Gyalwa Jungwa, the Tibetan, or Pratityasamutpada. Некоторым людям не по душе, когда я перевожу Пратитьясамутпад. When I translate that as relativity. Когда я перевожу это как относительность. What is relativity in Russian? Относительность. What? Относительность. Относительность. It's not relativitet or something like that. No, that's German. Нет этого корня. Anyway, relativity. So the Einstein thing has that word. Yes. Oh, good. Теория Эйнштейна тоже так называется, да? Теория относительности. Good, because they say that relativity, that word belongs to Einstein. Потому что утверждается, что слово относительности вот на английском языке relativity принадлежит Эйнштейну. It's a word in modern physics. Это то слово, которое используется в современной физике. But nobody owns any particular Но на самом word. деле никто не принадлежит, никто не имеет права на исключительное право на использование того или иного слова. And the meaning of relativity И смысл слова относительность is that everything is totally interconnected to everything. как раз и заключается в том, что все взаимосвязано с чем-то друг с другом. And there's no non-relative essence in anything. И нет никакой независимой сущности ни в одном из явлений. And that's exactly what Buddha's insight was. И именно это и открыл Будда. As I think I told you before, Мне кажется, я уже рассказывал вам выше, the famous theory of emptiness что знаменитая теория пустоты is really the theory of relativity. на самом деле это теория относительности. Because emptiness means that all things are empty. Потому что теория пустоты гласит, что все вещи пусты. Of any non-relative essence. В том смысле, что они пусты или свободны от какой бы то ни было неотносительной сущности. Or substance. От какой бы то ни было неотносительной субстанции. So Buddha was way ahead of Einstein by 2,500 years, as I Итак, said. Будда опередил Эйнштейна, как я вам уже говорил, на 2500 лет. And then Tsongkhapa began the poem by И вот Лама Цангпа начинает свою поэму, praising the Shakyamuni Buddha. восхваляя Будду Шакьямуни. And he started with the first verse of Nagarjuna's own book. И он начинает с первой строфы, которую мы находим в тексте Нагарджуны, Which you might know by heart in Russian. которую, возможно, вы знаете наизусть на русском языке. But I praise that perfect Я Buddha, восхваляю этого совершенного Будду, the supreme philosopher, величайшего философа, who taught us relativity, который преподал нам относительность, free of cessation and creation, свободную от прекращения и возникновения, beyond nihilism and absolutism, свободную от нигилизма и абсолютизма, with no real coming где нет ни истинного and no real going, прихода и ни истинного ухода, нет истинного ухода, neither unity nor plurality, нет единичности и нет множественности, the quieting of fabrications, где усмиряются все умопостроения. bliss supreme. Это наивысшее блаженство.
So there he's just repeating Nagarjuna's famous first он verse. начинает свою поэму, повторяя знаменитую строфу Нагарджуны. Ya pratitya samutpanna. Вот так на санскрите это звучит. Anyway, never mind. So, Gangi Tenshin Dewa Jungakma Mebetje Meba Cheba Meba Dame Baon Meba Dome Batadam and Dungeon Mendoa and Sisitan Bazobis and Danamti Tamba de la Chata Lo in Tibetan. На тибетском языке эта строфа звучит вот так. His Holiness the Dalai Lama, when he gives a teaching, Его святейшество Далай-лама, когда он дарует учение, he always recites that verse ahead of time. он всегда перед началом своих учений зачитывает именно эту строфу. Then Tsongkhapa wrote his first verse. Затем Лама Цангкапа пишет свою первую строфу от себя. And of course he begins before that by reverence to the Guru Manjughosha. И, конечно, в самом начале он начинает эту поэму с выражения почтения гуру Манджугоши. Because Tsongkhapa's heart guru, you could say, or supreme guru, потому что наивысший гуру или сердечный гуру Ламы Цангкапы was the Bodhisattva or Buddha Manjushri himself. Был Бодхисаттва Манджушри собственной персоной. He was always seeing Manjushri present. Он всегда чувствовал и видел, что Манджушри присутствует рядом с ним. He would talk to him all the time. Он всегда разговаривал с ним. And it's sort of surprising to us, to talk to like a deity or an angel. И для нас довольно странно это звучит, что он разговаривал с божеством или с ангелом. You would think it would always be something very amazing or profound. Нам кажется, что божество или ангел это что-то такое немыслимое, like the speech of a god. Чрезвычайно глубокое, то, что он может произнести, это речь Бога. And sometimes Manjushri would dictate some wonderful poetry. Но иногда то, что делал Манджушри, он надиктовывал ему замечательные поэтические произведения. But often Manjushri would just scold Tsongkhapa. А в другие разы он просто его очень сильно ругал. Он ругал Ламу Цангкапу. And he would say, "Don't be a nihilist." Говорил ему, не будь нигилистом. And don't think just because your mind is empty that you understand emptiness. Не думай, что от того, что твой ум пуст, это означает, что ты познал пустоту. And you should go on retreat. Отправляйся в затворничество. And you should write this book and do that. Напиши ту книгу, эту книгу. So almost like an ordinary conversation. То есть это была беседа, которая очень похожа на обычную беседу между людьми. Anyway, in the first verse, итак, в первой строфе he says, Tsongkhapa writes, Лама Цангкапа пишет: I bow down to him, я склоняюсь перед ним, whose insight and speech чьи прозречия, мудрость и речь make him unexcelled as sage and teacher. делают его непревзойденным мудрецом и непревзойденным учителем. The victor, перед победителем, who realized ultimate truth, который реализовал высшую истину, then taught it to us as relativity. А потом преподал ее нам как относительность. So he praises Buddha for teaching relativity. Итак, он восхваляет Будду за то, что тот преподал нам относительность. And therefore, another name for this poem is the praise for relativity. Итак, другое название этой поэмы, значит, название восхваления относительности. As well as eloquence, the smaller eloquence of true, the essence of true eloquence. As well as the smaller. Одновременно с тем, что эта поэма носит название сущность красноречивых изречений. The essence of true eloquence. Why you said smaller? What is it in Russian? Smaller means shorter, you know. Короче, если говорить короче, то она называется сущность красноречивых изречений. What is essence of true eloquence? Сущность That's very long. Сущность красноречивых изречений. It's very tough. I have to write that down. Это мне нужно записать. And then he begins by saying, misknowledge itself. И далее он говорит, искаженное знание само по себе is the very root и есть тот самый корень, of all the troubles in this fleeting world. Из которого рождаются все невзгоды нашего приходящего мира. Who understood that and then reversed it. Кто понял это и смог развернуть это, taught universal relativity. Преподал всеобщую относительность. How thereupon, or therefore, а потому, how could it be possible как может быть возможно, that the geniuses would not understand? Чтобы гении не поняли. Here he means bodhisattvas by geniuses. По слову гении под ним понимаются бодхисаттвы. This very path of relativity, сам этот путь относительности, as the vital essence of your teaching, как сущность, как жизненную суть
твоего учения. Meaning that many people think that the big thing is emptiness itself. Очень многие люди полагают, что пустота — это нечто великое само по себе. But since emptiness means relativity, Но поскольку пустота означает относительность, in a way relativity is the essence. то можно сказать, что относительность и есть сама суть. Emptiness is just what opens the doorway to relativity. Пустота — это то, что раскрывает врата к относительности. Because people are all afraid of relativity. Потому что люди все, они боятся относительности. Because they always want to think there's some place they can get away from relativity. Им кажется, что может найтись какое-то местечко, где можно укрыться от относительности. Because of their ignorance, Из-за своего неведения they have experienced relativity as painful. они переживают относительность как болезненное ощущение. So they want to think there's a nirvana of some sort, И им хочется думать, что есть какая-то нирвана, apart from relativity. которая существует отдельно от относительности. Which is selfish, of course, И это такое эгоцентричное ощущение. because you're leaving other people stuck in that suffering relativity. Потому что если ты уходишь в такую нирвану, то ты оставляешь людей в этой относительности. Они как бы застревают в этой относительности. But it's understandable Но это вполне понятно. when you don't think there's any way you can help them, just get yourself out. Потому что если ты чувствуешь, что тебе ничего другого не остается, ты им помочь не можешь, надо самому спасаться. However, emptiness Однако пустота is also the emptiness of nirvana, — это также и пустота нирваны. not only the emptiness of Не samsara. только пустота самсары. And it's the emptiness of emptiness. Это также и пустота пустоты. So you can't get stuck in some sort of separate nirvana. Поэтому никак невозможно застрять в какой-то отдельно существующей нирване. And therefore, when you really understand emptiness, И потому, когда вы по-настоящему понимаете пустоту, you're really back in relativity. вы снова возвращаетесь, по-настоящему возвращаетесь к относительности. But then you don't mind the Но relativity, тогда вы уже не возражаете против относительности, because once you know it is just emptiness, потому что на тот момент вы уже знаете, что это всего-навсего пустота. it does not cause you any pain. И она уже не причиняет вам никакой боли. You're like Neo in the Matrix. Вы как Нео в «Матрице». When the bullets go into his body in the Как Matrix, в «Матрице», когда в тело Нео попадали пули, he just pops them out, он просто их вытаскивал и отбрасывал. and then he melts into light. И они растворялись в свете. In case any of you saw that movie, Это я на тот случай рассказываю, если вы смотрели фильм «Матрица». it's a very good example of Но это- realizing the emptiness of the Matrix. Это прекрасный пример для понимания пустоты матрицы The illusoriness of the Matrix, that и is. иллюзорности матрицы. And the person who has really experienced emptiness Человек, который по-настоящему на опыте пережил пустоту, perceives this world as if it was like a dream. воспринимает этот мир как мир, подобный сновидению. So they have ultimate resilience in relativity, Поэтому он flexibility, resilience. он абсолютно пластичен в этой пустоте. And therefore nothing can hurt them. И потому ничто не может причинить вреда такому человеку. Anyway, такому such being the существу. case, so Dzongkhapa says, И Лангкапа далее говорит: so in other words, everybody should know that relativity is the essence of the Buddha's teaching. все должны знать, что относительность это what is this? No, I'm just repeating this in the same word. You know, the path of relativity is the essence of your teaching. Каждый должен знать, что путь относительности — это суть твоего учения, учения Будды. Учения Будды. Such being the case, И поскольку это так, who could discover кто сможет открыть anything even still more wonderful что-нибудь еще более великолепное, to sing your praises for, O Savior, чтобы восхвалять тебя за это, о величайший Спаситель, than your teaching of relativity? нежели твое учение об относительности? And he says, then he gives this very short summary. Whatever depends upon И conditions он дает такое краткое изложение: все, что зависит от условий, is empty of intrinsic reality. пусто в том смысле, что лишено самосущей реальности. What excellent instruction could there be? What excellent, Какое великолепное наставление more amazing than this discovery? может быть более удивительным, нежели это открытие? Although the naive can seize upon it Хотя, конечно, наивные люди могут вцепиться в него as just confirming their extremist bonds,
и воспринять его в качестве подтверждения своих крайних взглядов. So the naive people feel more stuck when they see the relativity of things. То есть имеется в виду, что глупые, наивные люди, они еще больше застревают, когда они соприкасаются с относительностью. The wise use that same relativity Но мудрец же использует ту же самую относительность, to cut their way out of fabrication trap. чтобы вырваться из ловушки умопостроений. This teaching is not to be found elsewhere. Это учение невозможно найти нигде, So you alone are entitled teacher. поэтому ты и один имеешь право именоваться учителем. A term of consolation for escapists. Это термин для утешения тех, кто пытается спастись бегством. In other words, a teacher who doesn't really know what it's all about, you just kind of say teacher to them to make them happy. Это когда учитель не говорит, They're not really teachers, in other words. Those who just console, right? Like soothing a fox by calling him a То есть lion. имеется в виду учителя, которые дают учение только в качестве утешения. Таких учителей нельзя назвать поистине учителями, потому что, как здесь говорится, это все равно, что радовать лису тем, что мы называем ее львом. You know, you have a proud fox, and you just say, to make him feel happy, you say, "Oh, you're a Например, у lion." нас здесь очень горделивая лиса, и чтобы ее как-то порадовать, ублажить, мы ее называем But львом. actually, he's only a fox. Но на самом деле перед нами всего-навсего лисица. Oh, wondrous teacher! О, замечательный учитель! Oh, wondrous О, refuge! замечательное прибежище! Oh, wondrous О, philosopher! замечательный философ! Oh, wondrous О, savior! замечательный спаситель! I pay homage, full homage to that great teacher Я воздаю почтение этому великому учителю, who well expounded relativity. кто так прекрасно преподал относительность. So then he goes on, И далее Лама Цинкапа продолжает, and he keeps repeating this very, very carefully. And maybe there's two more verses I'll read, but they're very good. и он очень подробно все это излагает, и, пожалуй, еще 2 строфы я вам прочитаю. He says, "Your position is Он говорит, твоя позиция when one perceives voidness заключается в следующем: когда существо постигает пустоту as the fact of relativity, как факт относительности, that voidness of reality эта пустота реальности does not preclude or exclude, не исключает does not exclude Не the исключает. viability of activity." жизненность любых деяний. In other words, the very key point is that Это очень ключевой момент. the ultimate emptiness Высшая пустота does not prevent causality. не отменяет причинности. In fact, it makes cause and effect possible. На самом деле она и делает возможно причинно-следственную связь. Because the cause of something Потому что причина чего бы то ни было completely changes and transforms into the effect. полностью меняется и трансформируется в следствие. And it couldn't do that И это было бы невозможно, if it had an intrinsic reality in itself. если бы сама the cause, yeah? The cause, yeah. Если бы причине была присуща самосущая реальность, That was empty, that was absolute, которая была бы абсолютной and therefore couldn't change. и потому не могла бы меняться. So it couldn't destroy itself to create its effect. Она не могла бы никак так измениться, уничтожить себя, чтобы дать начало следствию. So it's actually emptiness that makes cause and effect possible. Поэтому именно пустота — это то, что и делает возможным причину и следствие. Then he says, whereas when one perceives the opposite, И далее говорится, в то время как, когда существо постигает противоположное, in other words, thinking that emptiness is nothing, sort of like nothingness over here, and cause and effect or activity is over here, когда существо думает, что причина находится здесь, а следствие там, something different, in other что words, это нечто отдельное, then action is impossible in voidness. то действие невозможно в пустоте. So then you think, oh, there's an ultimate reality where nothing happens. Вы думаете, что есть какая-то альтернативная высшая реальность, в которой действие невозможно. And voidness is lost during activity. А пустота теряется во время деяний. So when you're in the relative world, there's no absolute. Когда вы находитесь в относительном мире, нет ничего абсолютного. And one falls into anxiety's abyss. Существо падает в пропасть волнений и беспокойств. Thus, experience of relativity
Так, переживание относительности is most recommended in your teaching, более всего рекомендуется в твоем учении. and not that of absolute nothingness. А вовсе не учение, но не учение об абсолютном отсутствии чего бы то ни было. Nor that of intrinsically real existence. И не учение о самосущем реальном бытии. Okay, then it goes on and on. И дальше все, и далее по тексту. It's a beautiful poem. Это очень красивая поэма. Geshe Wangyal made us memorize this poem when I studied with him. He Когда я made me memorize учился it. под руководством Геше Вангела, он просил нас заучивать эту поэму наизусть In Tibetan. на тибетском And языке. we used to chant it all the time. И я помню, что мы все время ее распевали. And it's really wonderful. И это удивительная поэма. And so that's that one. So then, that was in 1398. 1398. Это было в 1398 году. And then Tsongkhapa did a lot of great things for 9 years. А потом на протяжении последующих 9 лет Лама Цангкапа сделал много великого. And then he was working and he wrote Lamrim Chenmo, for example. Затем он трудился, и в частности он написал Ламрим Ченмо, большое руководство к этапам пути пробуждения. And he performed some marvelous renovations of many temples. И он замечательным образом восстановил многие древние храмы. And he began to teach many people. Начал обучать многих людей. And finally in 1407, 9 years later, и наконец через 9 лет, в 1407 году, in the process of teaching, в процессе преподавания учения, he decided he would write a commentary on Nagarjuna's wisdom book, the wisdom book, 27-chapter book. Он решил, что он напишет комментарий к тексту Нагарджуны «Фундаментальная мудрость Срединного пути» из 27 глав. But then as he was writing it in the first chapter, the commentary on the first chapter, и когда он писал комментарий к первой главе этого труда Нагарджуны, using Chandrakirti's commentary, of course, as a basis, опираясь в качестве основы комментарий Чандракирти, само собой. Chandrakirti being another one of the great pundits. Чандракирти — это еще один величайший пандит, whom Manjushri recommended that Tsongkhapa should always rely on. И Манджушри рекомендовал Ламе Цангкапе всегда на него полагаться. He realized there were so many complicated issues in that first chapter. Лама Цангкапа увидел, что в этой первой главе текста Нагарджуны очень много сложных моментов. That he took a break from commenting on the Nagarjuna book and Chandrakirti. Что он решил немножечко прерваться, перестать комментировать текст Нагарджуны и Чандракирти. And he wrote the separate treatise called the longer essence of true eloquence. И он написал второй текст, который носит название larger, длинная, обширная сущность красноречивых изречений. Right. And when I was a graduate student, когда я только закончил свое обучение в университете, in 1970, в 1970 году, I was going to India to see His Holiness the Dalai Lama again. Я отправился в Индию, чтобы снова повстречаться с его святейшеством. For 1 year. И провести там год. To do research to write my dissertation. Я должен был провести там исследовательскую работу, чтобы написать диссертацию. On the Madhyamaka. По Мадхьямаке, центральному или срединному пути. And I was planning to translate the wisdom section of Lamrim Chenmo. И я планировал перевести главу о мудрости из Ламрим Ченмо. And before I departed on the airplane for India with my family, и прежде чем я улетел на самолете со своей семьей, I spent a few days in New Jersey with Geshe Wangyal. Я несколько дней провел в Нью-Джерси с Геше Вангелом. And he said, "Don't translate that for your thesis." И он сказал, не нужно это переводить для твоей диссертации. Translate the longer essence of true eloquence. Лучше переведи обширную версию сущности красноречивых изречений. And I was a little afraid of that. А я этого очень боялся, немного боялся. Because it's known as the most difficult book in all Tibetan philosophy. Потому что во всей тибетской философии эта книга считается самой сложной. But he said, "Never mind, you just translate it." Он сказал, неважно, переводи. He said, "Ask His Holiness." Спроси его святейшество. And ask some other teachers questions. Задавай вопросы другим учителям. And if any final things, I will help you out, he said. Ну и в конце концов, если ты упрешься в трудности, я тебе смогу помочь. So just go ahead. Просто упорствуй, иди в этом направлении. Geshe Wangyal was always very courageous. Геше Вангел всегда был человеком отважным. I think because he was a Kalmyk. Думаю, это потому, что он был калмыком. So anyway, then I went to India.
Итак, я отправился в Индию And with this book that I had not really been studying. с этой книгой в руках, которую я толком еще изучить-то не успел. And indeed, it did seem very difficult to me. Вот так и оказалось, что эта книга была очень сложной для меня. And when I met His Holiness the Dalai Lama, И когда я встретился с его святейшеством Далай-ламой, and I had the book in my hand, и я держал в руках эту книгу, actually the copy I had тогда тот экземпляр книги, который был у меня, was a little green book like это была this small, такая зеленая книжечка вот такого размера. the shorter page format Tibetan style, you know, like this. Это был тибетский текст, вот так вы знаете, он такой удлиненный, но он был укороченный по своей длине. Which His Holiness had given me as a present. Эту книгу его святейшество дал мне в качестве When I was a monk, подарка, когда я еще был монахом, 5 years earlier. 5 лет тому назад. But just by accident, I had kept that book, and that's the one I was reading. Вот так уж случилось, что этот текст у меня сохранился, и вот я именно его читал. So first His Holiness says, "What, you're translating that Lexi Nimble?" Сначала я вот сказал, что ты собираешься переводить сущность красноречивых изречений? That's so difficult. Это же трудно. And then I said, "It's not my fault. Geshe Wangyal И ordered." я сказал, я тут ни при чем, это Геше Вангьял мне приказал это делать. So then His Holiness said, "Okay." И вот здесь сказал, ну ладно. And then he said, "Actually, it's my favorite book." He said. А потом добавил, вообще-то говоря, это мой любимый текст. He said, "I like to read it again and again." Мне нравится его читать снова, снова и снова. Because every time I read it, I find new things that I learn. Потому что всякий раз, когда я его читаю, я открываю в нем что-то новое для себя. And he said, "But actually, the copy that you have, which I see that I gave you years Но ago, тот экземпляр, который ты держишь в своих руках, а я вижу, что это та самая книга, которую я тебе подарил, has a number of printing errors that I discovered studying it again and again." содержит множество опечаток. Я их сам увидел, читая этот текст некоторое время назад. So then he went through the whole text with me И вот вместе со мной он прошел весь этот текст. over many months, Это был курс на протяжении нескольких giving me месяцев, all the little corrected printing errors указывая мне на все маленькие отпечатки, которые были в этом тексте, in the Tibetan text. в тибетском тексте. It was a great privilege and a great pleasure. Это была великая привилегия для меня и великое удовольствие. And we discussed the difficult meanings a lot. И мы очень много обсуждали разные сложные места этого текста. And he helped me a lot. Он мне очень помог. And as usual, his secretaries were annoyed with me И, конечно, как обычно, его секретари испытывали раздражение от наших многочасовых занятий, because I took too much of his time. потому что я забирала у его святейшества слишком много драгоценного времени. And they had a long, complicated schedule. А у них был сложный, напряженный график работы. And then I also had another teacher, a great teacher called Tara Tulku, У меня был еще один замечательный учитель по имени Тара Тулку. who was the abbot of Gyuta Он Monastery. был настоятелем монастыря Гьюто. And he helped me a lot too. Он мне очень сильно помог. And later, Serkon Rinpoche helped me, А потом мне также помогал Серкон Крипаче. and he gave me another lung, in addition to Geshe Wangyal's lung, you know, when they're reading, you know, И explain what a lung is. он дал мне дополнительный лунг, устную передачу на чтение текста. Now the story of Геше Вангьял. the book is called, has several nicknames in Tibetan, На тибетском языке у этого текста есть много дополнительных альтернативных названий. and one of them is Tsongkhapa's Iron Bow, like a bow. Одно из названий — это железный лук ламы Цангкапа. And it's called the Iron Bow because supposedly nobody can bend it. И почему железный лук? Потому что никому не под силу этот лук согнуть. That's why I was so scared about it. Вот почему я сам так боялся этого текста. But I guess Geshe Wangyal could bend it. Но думаю, что Геше Вангьялу было под силу согнуть этот лук. So he pushed me to translate it. Поэтому он меня и направил к тому, чтобы я этот текст переводил. And the other name for it is called Tsongkhapa's Golden Book. А другое название «Золотая книга ламы Цангкапа». And the reason for that title А почему так называется этот текст? is that when Tsongkhapa was writing the wisdom chapter or section of the Lamrim Chemo, Вот почему. Когда лама Цангкапа писал главу о мудрости в своего текста Ламрим Ченмо, called Hlaktong Chemo, которая носит название Лхактон Ченмо, he at one point became discouraged, в какой-то момент он упал духом. not because he was confused, Не потому что запутался, but because he thought this is so complicated но потому что решил, что это до того and сложно. so subtle И такие-то тонкие моменты,
that no one will be able to understand что it. все равно никто это понять не сможет. So why am I bothering to write it? Зачем тогда вообще тебя утруждать и писать эту главу? And at that time, Manjushri said, "Hey, И тогда перед ним явился Манджушри и сказал: «Эй, what makes you think you know how smart the audience is or not? откуда тебе знать, умные у тебя читатели или глупые? Don't you worry about who can understand and not understanding. Я думаю, не стоит тебе так волноваться, кто что поймет, а кто чего не поймет. You just write it the best you can." Ты просто пиши изо всех сил. But then to encourage Tsongkhapa, it is И said, потом, чтобы как-то воодушевить Цангкапу на этот труд, this happened at Rateng Monastery, north of это Lhasa, было в монастыре Аретик, к северу от Лхасы, the monastery of Dromtompa and the Kadampa в school. монастыре Дромтомпы из линии Кадам. He saw in the sky, Он увидел на небосводе, the whole time he was writing Laktong Chemo, что все время, пока он писал Лактон Ченмо, the Sanskrit verses of the 20 emptinesses, санскритская версия 20 видов пустоты, you know, like the emptiness of something, the emptiness of nothing, the emptiness, you know, there's 20 emptinesses. эмптинность чего-то, эмптинность чего бы то ни было, то есть 20 видов пустоты. Like written in beautiful Sanskrit letters in the sky. Эти названия появлялись, написанные красивыми санскритскими буквами на небосводе. And the letters were silver. Буквы сами были серебряные, из чистого серебра. And so every time he was writing for weeks, that took him weeks, А он maybe months. писал долго, может быть недели, а может быть месяцы. Whenever he looked at the sky, Всякий раз, когда он поднимал взор и смотрел в небеса, rain or sunshine, солнечный это был день или дождливый, he would see the 20 emptinesses in silver syllables. он видел эти 20 видов пустоты, написанные на санскрите серебряными буквами. So then he would have courage to write the Lamrim И это Chemo. придавало ему воодушевление и сил на то, чтобы писать дальше Ламрим Ченмо. So then I think that was in 1404, Это было or в 1403 or 4, 1403 или 1404 году. that he wrote Lamrim Chemo, Вот Laktong Chemo. тогда он написал Ламрим Ченмо и входящий в его состав So then 3 years later, Лактон Ченмо. А потом, через 3 года, when he wrote this book, the Lekshe Ningbo, когда он писал эту книгу Лекши Нингбо, this vision came back to him the whole time. это видение вернулось, но оставалось с ним все время. But this time the letters were all in gold. Но только на этот раз все эти буквы были золотыми. So he could see the golden letters in the sky the whole time. Он все время видел эти золотые буквы, сияющие на небесном своде. And he wrote this beautiful book. И он писал эту свою замечательную книгу. So that's why it's called the Golden Book of Tsongkhapa. Вот почему ее еще называют «Золотой книгой Цангкапа». And that's why it should be translated into Russian very, very soon. И вот почему ее нужно очень скоро перевести на русский язык. Even before the Tantrakwan. Даже раньше, чем тантрическую книгу, которую мы сейчас задумали, уже заказали перевод. Because it really gives the keys to shunyata, to Потому что emptiness на and самом relative. деле эта книга дает все ключи к шуньяте, к относительности. Это фантастическая книга. Now the main point, both in the Laktong Chemo and Lamrim and in this book of Tsongkhapa, Главная мысль в Лактон Ченмо, and this Lekshe Ningbo, и в этой книге Лекши Нингбо, Essence of True Eloquence, сущности красноречивых изречений, has to do with the role of reason, critical reason, заключается в той роли, которая отдается критическому анализу and enlightenment. в поиске просветления. Too many people think, Слишком многие люди полагают, even in ancient time in India and Tibet, так было даже в древние времена в Индии и в Тибете, and also very much today, многие полагают так и сейчас, wherever the high teaching of emptiness is studied, что как всякий раз, когда дается или изучается высочайшее учение о пустоте, that the way to realize the ultimate reality что чтобы познать высшую реальность, is only by stopping thinking, необходимо всего-навсего прекратить думать, sort of blanking out your mind отключить свой ум, and throwing away all concepts, отбросить все концепции and just sort of with an empty mind just concentrate. и вот так с пустым умом концентрироваться. And that is totally И wrong, это абсолютно неправильно. according to Nagarjuna, Согласно Нагарджуне, Chandrakirti, Чандракирти, all 17 Pandits of все Nalanda, 17 пандит Наланды, Sakya Pandita, Сакья Пандити, Padmasambhava, Падма Самбхави, Longchenpa of Vinigma, Лонченпе из традиции Нидма, Milarepa, Миларепе and especially Tsongkhapa. и в особенности Цангкапа. And he made it very, very clear Потому что Цангкапа объяснил это очень ясно.
Tsongkhapa's special job, according to Manjushri, Особая работа ламы Цангкапы, согласно Манджушри, was to make this very, very clear. заключалась именно в том, чтобы очень ясно донести именно эту мысль. And it's sort of complicated. И это немного сложно. Because, of course, enlightenment is not just a thinking. Потому что просветление — это не просто мыслительный процесс. No concept is adequate to highest enlightenment, finally. Нет ни одной концепции, которую можно было бы приравнять к высшему просветлению. But the concepts lead one to aim in the direction of enlightenment. Но те концепции, которые направляют нас в сторону просветления, So you need a correct reasoning and a correct concept. они есть, и потому нам нужны правильные логические цепочки, правильные концепции, To criticize the wrong reasoning and the wrong concept. которые помогли нам критически отнестись к неправильным логическим цепочкам и к неправильным концепциям. So that then when you go beyond concepts, И тогда, когда вы выйдете за пределы концепции, your one-pointed meditation ваше однонаправленное сосредоточение hits the target. наконец достигнет цели. Okay, it's like shooting a bow and arrow. Это похоже на то, как вы выпускаете стрелу из лука. Once you release the arrow, Как только вы выпустили стрелу, whatever you do with the bow doesn't matter. уже не важно, как вы дальше You поступите can со pull the своим луком. string or throw the bow down, or the arrow has Вы left. можете продолжать его тянуть, или вы можете отбросить его в сторону. Это уже не важно, стрела улетела. So the bow is like your concept, Вот your thinking, этот лук — это на самом деле ваши концепции, ваш мыслительный процесс. and you're aiming. Вы направляете этот лук к цели. And then you have to release the arrow, А потом вам нужно выпустить стрелу из лука. and the releasing of the arrow is your meditation, one-pointed meditation. Выпускание стрелы из лука — это ваша однонаправленная концентрация, медитация. And the flight of the arrow Полет is the стрелы meditation. — это медитация. But if you haven't aimed it in the right place, Если вы не направили стрелу в правильном направлении, it will not hit the target, то, соответственно, она не долетит до цели. and you will not understand emptiness. И вы не поймете пустоту. And your meditation will only increase your ego. И ваша медитация приведет лишь к тому, что у вас возрастет эгоизм. So you have to use critical reason Поэтому вам необходимо основываться на критическом анализе to aim your concentration in the right для того, direction. чтобы направить свою концентрацию в правильном направлении. It's just like in the very basic Buddhist teaching Это подобно тому, как в базовом буддийском учении, of the Four Noble Truths by Buddha, учении о 4 благородных истинах, дарованных Буддой, the Eightfold Path. описывается восьмеричный путь. The first branch of the Eightfold Path is realistic worldview, Первая часть восьмеричного пути — это реалистичный взгляд на вещи. which has to do with having the accurate concept То есть то, что вам необходимо иметь правильные концепции, точные about the концепции nature of causality and relativity. о природе причинно-следственной связи и относительности. And then the last branch of the eighth branch of the Eightfold Path А восьмая, последняя часть восьмеричного пути is samadhi, — это самадхи, which is one-pointed concentration, однонаправленное meditation. сосредоточение, медитация. So that's the same as Tsongkhapa's teaching. Это то же самое, что и учение ламы Цангкапы. And people get confused though, Люди немного путаются, because in a way it's easy to empty your mind and not think anything. потому что гораздо проще освободить свою от мыслей и ничего не думать. It's not that difficult to meditate in such a Это way. не так уж и трудно вот так медитировать. It might seem difficult at first because your mind is so full of Это может abstracted показаться thoughts. трудным поначалу, потому что ваш ум полон различных мыслей, которые вас отвлекают. But eventually you just quiet the thoughts down. Но в you конечном abandon them. итоге вам удается успокоить свой ум, избавиться от мыслей. And so there you have an empty mind, И тогда у вас empty of thought. пустой ум. Пустой в смысле, в том смысле, что в нем нет мыслей. But unfortunately, your unconscious level Но, of к mind, your сожалению, instincts, остается еще подсознательный уровень вашего ума, ваши инстинкты. are not empty. И они не пусты. And the instinctual egotism is still sitting there И intact. этот инстинктивный эгоизм, он все еще остается у вас. So the empty mind makes you think you realize emptiness maybe, Пустой ум, возможно, заставляет вас думать, что вы познали пустоту, because you say, oh, I feel very empty, that must be emptiness. потому что вы подумаете, у меня такая пустая голова, наверное, я познал пустоту. Or you can actually have an experience as if nothing exists. You can disappear. И еще что, если вы начинаете вот так познавать пустоту, то вам может показаться, что вообще ничего не существует, все исчезает.
if you concentrate hard enough, you can have an experience as if you disappear. Если вы будете очень сильно упорствовать в такой медитации, то вы почувствуете, что вы сами исчезаете. But then you will just think that the reality of emptiness is this separate state of disappearance. Но тогда вы будете думать, что реальность пустоты — это separate state of disappearance. You will think that the reality of emptiness is a separate state of disappearance. Это некое отдельное состояние, в котором все исчезает. Реальность исчезновения. And that is called the mistake of confusing emptiness and nothingness. Это означает ошибку, когда вы путаете пустоту и отсутствие чего бы то ни было, и ничто. Because of course the state of disappearance is also empty. Потому что, естественно, состояние исчезновения, оно тоже пусто. It's not really real. Оно не по-настоящему реально. It's actually it's a reification of your concept of nothingness. На самом деле это овеществление ваших собственных концепций о пустоте, об отсутствии чего бы то ни было. Okay, now when Tsongkhapa begins this book, когда Лама Цангкапа приступает к написанию своей книги, этой книги, he states what I just said right in the very beginning. В самом начале он говорил то, что мы с вами уже прочитали. And he says, он говорит, he says that after some initial verses, после нескольких вступительных строф, where he salutes the great teachers of the Central Way, приветствует великого учителя, преподавшего Срединный путь, and he praises Manjushri, а также восхваляет Манджушри, and he indirectly criticizes his predecessors in Tibet, а также косвенным образом критикует своих предшественников в Тибете, saying that they did great work and they had profound understanding, говорит, что они проделали великую работу и достигли глубокого постижения, но все равно there was something incomplete about their understanding. Осталось что-то неполное в их понимании. And then he openly says, however, he has it completely clearly. И говорит это совершенно ясно и открыто. But by the benefit of having the teaching of Manjushri directly. Потому что благодаря тому, что ему было явлено учение Манджушри напрямую. And so then he begins the work saying. Он начинает свою работу со слов. That the Buddha, he quotes actually a verse from a sutra. На самом деле он приводит цитату строфу из сутры. And here we can translate. Мы можем попытаться перевести. The way is empty. The way is empty. Или способ пуст. Peaceful. Мирен. And uncreated. И не рожден. Not knowing that. Не зная этого. The living beings wander. Живые существа скитаются. Moved by compassion, движимый состраданием, the Buddha introduces them Будда дает им with hundreds of reasons сотни причин and technical procedures. И технических процедур. So the Buddha uses a lot of reasoning Итак, Будда приводит to introduce the wandering beings множество причин, множество логических обоснований для того, чтобы объяснить into the reality of emptiness, существам скитальцев peace, реальность пустоты and the uncreated absolute. Реальность пустого, мирного и несотворенного абсолюта. And then he says that there are two kinds of meaning in the Buddha's teaching. И далее он говорит, что у учения Будды есть два значения. Sometimes the Buddha gives a teaching to some particular disciples. Иногда Будда дает учение определенным ученикам. That is not actually his complete idea. Учение, которое не до конца соответствует его замыслу. He tells them a little, well, you know, there's nirvana is over there, and here's samsara. Он может сказать, нирвана там, а самсара здесь. For example, he teaches dualism to some. Например, он некоторым своим ученикам преподает учение о двойственности. Even though Buddha knows that samsara is not separate, I mean, nirvana is not separate Будда прекрасно from понимает, что самсара и нирвана нераздельны. That nirvana is the nature of samsara. Что нирвана — это природа самсары. But he still lets people think they're separate. Но все равно позволяет людям думать, что они существуют отдельно. Because sometimes a disciple would get despaired if they thought, oh well, there's no place to go, I can't escape. Потому что некоторые ученики могут испугаться и почувствовать отчаяние, думая о том, что нет какой-то отдельной нирваны, им никуда не спрятаться. Because they can't understand that their suffering could be nirvana if they understood it. Они не могут принять тот факт, что их страдание может быть нирваной, если правильно понять их страдания. So that kind of teaching is called interpretable meaning teaching. Такое учение носит название учение с интерпретируемым смыслом или учение с толковательным смыслом. In other words, it's a teaching that
cannot be accepted literally forever. For a while it's useful, but it cannot be literally accepted Это forever. такие учения, которые нельзя принимать буквально в конечном итоге. На каком-то относительном уровне, на какой-то период времени мы можем на них опираться. It has to be critically interpreted. Но тем не менее они подлежат критическому анализу. And then some types of teaching, Есть еще другой тип учений. like the profound teaching of non-duality, Например, глубинное учение о недвойственности, that the true nature of the samsara is nirvana, for о example. том, что подлинная природа самсары – это нирвана, например, такое учение. That is called definitive meaning teaching. Это учение с прямым смыслом. And so he said that you have to learn to distinguish between these two. И Лама Цангкапа говорит, вам нужно научиться различать эти два типа учений. Because the Buddha taught so many teachings to so many different kinds of people. Будда преподал такое огромное количество учений самым разным типам людей. That you will get confused and you will think this one is now, you see this one now, that one, what, it's all contradictory. Потому что вы можете запутаться, думая, вот это сказано в этом учении, а то сказано в другом учении, эти учения входят в противоречие, что делать? And so therefore, and it's impossible for the Buddha to contradict himself because he's enlightened. Конечно, невозможно, чтобы Будда сам себе противоречил, потому что Будда существо просветленное. And when you understand the context of an interpretable meaning teaching, Когда вы понимаете тот контекст, в котором были дарованы учения, нуждающиеся в толковании, that he was telling a certain type of person, учения, которые он преподавал каким-то определенным людям, what was helpful to them, эти учения были полезны именно для этих людей. then you won't be stuck in some literal interpretation. Когда вы это понимаете, то вы не будете застревать, пытаясь буквально истолковать те или иные учения, нуждающиеся в интерпретации. And then he says, often the sutras, И еще он говорит, что очень часто в сутрах, even when they're giving interpretable meaning teaching, даже когда в сутрах преподается учение, нуждающееся в толковании, they might say, well, this is what I really think, this is the real meaning. может быть сказано, это и есть подлинный смысл, это прямой смысл. Because it's the real meaning in that context for that student. Почему это так? Потому что для данного студента, для данного ученика в данном контексте это очень важное учение. So the decision about what is interpretable and what is definitive. Итак, как мы можем определить, какое же учение является учением с прямым смыслом, а какое нуждается в толковании? Cannot just be based on a statement of the Buddha. То это решение мы должны принимать, основываясь не на словах Будды, In a literalistic way. Принимая каждое слово Будды буквально. The disciple, the practitioner, Ученик, практикующий, has to use their critical reason. должен сам использовать свой собственный критический анализ. And then Tsongkhapa quotes a famous verse. И далее Далай-лама цитирует знаменитый стих, знаменитую строфу, где Будда говорит: "O bhikshus," to the monks, to this «О one. бхикшу, Just as a goldsmith gets his gold, подобно тому, как золотых дел мастер first testing it, приобретает золото, сперва проверив cutting его, and rubbing. Его расплавляя, разрезая, подвергая трению, горению. Wise people accept my teaching Точно так же и мудрые люди принимают мои учения, after full examination, лишь подвергнув их полному исследованию, and not just out of faith а in не me. из-за одной только преданности ко мне. So that's a very important principle. That's Это famous. очень важный принцип. Telatuku likes to repeat that verse. Я знаю, что Тела Ринпоче, ему очень нравится повторять эту строфу. And it's what I said, what is wonderful about Buddha, why he's such a great teacher. Почему я говорю, что Будда такой замечательный учитель? Because he doesn't demand that people just follow blindly what he Потому says. что он не требует, чтобы его ученики слепо ему доверяли, слепо на него полагались. Instead, he challenges us to use our critical reason. На самом деле он бросает нам вызов, Because просит нас применять критический анализ. he has faith in us. Почему? Потому что он питает в нас веру. That if we dare, Он понимает, что если мы осмелимся, если у нас будет достаточно мужества, and we follow our good sense, если мы будем полагаться на свой здравый смысл, then we can understand the nature of то reality. мы сможем понять природу реальности. Now in the beginning of the text, В начале текста Tsongkhapa quotes a famous sutra called the Samdhinirmochana, Лама Цангкапа цитирует известную сутру, которая называется Сарманивачана, which means the elucidation of которая the Buddha's intention. называется прояснение замысла Будды. And in that sutra, И в there is этой a сутре famous
historical theory, Есть одна известная историческая теория, which Buddha himself tells, которую сам рассказывает сам Будда. that in my teaching career, Он говорит, что на моем пути преподавателя I have turned the wheel of Dharma, я повернул колесо учения, колесо дхармы, meaning giving a teaching, то есть даровал учение 3 times, трижды. meaning there are 3 turnings of the wheel of То Dharma. есть было 3 поворота колеса учения. And in the first turning of the wheel of Dharma, Когда колесо дхармы было повернуто впервые, I indicated that everything exists, я сказал, что все существует. that samsara exists Самсара существует. and nirvana exists. Нирвана существует. So then I taught 4 noble truths И преподал 4 благородные and the истины. path and everything. Учение о пути и так далее. But I did so in a way Но я давал это учение так, that catered to people's sense of realism. чтобы можно было бы, чтобы основываться на реалистичном понимании людей. So I only gently challenged their ignorance. Я лишь немножечко бросил вызов их неведению. Then in the second wheel of Dharma, or the middle wheel of Dharma, Когда я во второй раз повернул колесо учения which was the Prajnaparamita и Sutra, преподал сутру Праджня Парамита, like Heart Sutra, например, это целый канон, в который входит также сутра сердца, I taught that everything does not exist. я преподал, что ничто не существует. But although he didn't really say it doesn't exist absolutely, Хотя Будда не говорил тогда, что все не существует вообще. or rather he did say that it doesn't exist. Actually, he says it doesn't exist absolutely, but it exists relatively. То есть он сказал, что с абсолютной точки зрения ничего не существует, но с относительной точки зрения существует. But he says everything doesn't exist, just to make it the opposite of the first one. Но тем не менее, все-таки он употреблял это выражение, что ничего не существует, поэтому это получилось как противоречие тому, что он преподал во время первого колеса учения. And that teaching is the most profound and most significant. Это учение самое глубокое и наиболее значимое. Because it shocks people. Потому что оно вводит людей в состояние шока. To place no confidence in their ignorant perception. Он говорит, что вы не можете ни в коей мере доверять своему невежественному восприятию. As if the subjective self Субъективное «я» and the objective object и объективный объект have intrinsic reality. Не имеют самосущей реальности. So, but when he says nothing exists, or everything does not exist, Когда Будда произносит «ничего не существует», he means that the subjective self does not exist the way it seems, он имеет в виду, что субъективное «я» не существует так, как нам это кажется. and the objective object does not exist the way it seems. Объективные объекты не существуют так, как нам это представляется. They only exist relatively. Они существуют лишь на относительном уровне. And so then some people became frightened by the profound teaching of everything does not exist. Некоторые люди были очень испуганы этим глубоким учением о том, что ничего не существует, которое произнес Будда. So then I taught a third wheel of Dharma, И поэтому Будда повернул колесо учения в третий раз. in which I was more explicit. Будда говорил, поворачивая колесо в третий раз, я объяснял все более явным образом, About how some things exist что именно существует, and some things do not exist. чего именно не существует. So that made feel safer for people. Так что люди могли чувствовать себя более в безопасности. And so then there is a lot of argument И далее было множество споров, for many centuries in India которые продолжались на протяжении многих и многих веков в Индии and in Tibet и в Тибете. about just what the Buddha meant by that. И это были споры о том, что же собственно имел в виду Будда. And which of the wheels of Dharma is the best one И какой из поворотов and the most profound колеса one, учения является наилучшим и наиболее глубоким. especially of the latter two. Особенно какой из последних двух. Nagarjuna was the first one to fully elaborate the Prajnaparamita Sutras. Нагарджуна был первым, который полностью разъяснил Праджня сутры Праджня Парамиты. 400 or 500 years after Buddha's time. Через 400-500 лет после жизни самого Будды. And he emphasized the second wheel of Dharma, И он делал упор на втором повороте колеса учения, the Prajnaparamita Sutra. когда были преподаны сутры Праджня Парамита. And he emphasized about how all this is totally empty. Он делал упор на том, что весь мир совершенно пуст, It doesn't exist at all the way we think it что он does. вообще не существует так, как это нам представляется. And a lot of people attained enlightenment by that. И очень многие люди достигали
просветление, полагаясь на это понимание. And then around 300 or so, maybe 300 or 400 years later, И затем, через 300-400 лет после этого, another great pundit, еще один великий пандит, Arya Asanga, came along. великий Арья Асанга, пришел Асанга, And he noticed that too many people were following Nagarjuna and the Prajnaparamita. и он заметил, что слишком много людей идут по пути Нагарджуны, следуют Праджняпарамите, In an uncritical way. не подвергая Праджняпарамиту критическому анализу. And they were being too nihilistic. И они впадают в чрезмерный нигилизм. They were thinking, oh, everything doesn't exist, that means nothing exists, means I don't exist. Они думают, что ничего не существует, значит не существует и меня. So then he based himself on the Samdhinirmochana Sutra. И тогда он взял себе в качестве основы сутру прояснения замысла Будды. And he made it seem more easy for them. И он прояснил им, он сделал, помог им by sort of saying things don't exist as external objects. Понять, сказав, что вещи не существуют как какие-то отдельные внешние явления. They don't exist as we conceive them to exist. Они не существуют так, как нам это кажется, как мы их себе представляем. But in the mind itself, но в самом уме, in a purely relational way, они существуют лишь полагаясь друг на друга, взаимозависимо. They do exist. Но там они так они существуют. So he introduced a sort of solid ground, you could say. То есть он дал некую прочную основу, between the relative and the absolute, которая связывала относительное и высшее. Which he called the interdependent. Он это назвал взаимозависимостью. And then he founded what is he and his brother Vasubandhu, another great pundit. Он и его брат Васубандху, еще один великий пандит. They founded the mind-only school, what we call the Vidyanavada school. Они основали школу Видьянавада, которая переводится как школа только ум. Or sometimes called the information-only school. Или иногда переводит как школа только информация. And so that school и эта школа then was critical actually of Nagarjuna. На самом деле обрушивала критику на школу Нагарджуны. In a way. В определенном смысле. But also accepted him in another way. It's very complicated. Но с другой точки зрения они его принимали, поэтому у них были такие непростые отношения. So, but then there was the great master Buddhapalita, who is the one who blessed Tsongkhapa particularly. Был еще один величайший наставник Буддапалита, который это был тот, что благословил ламу Цонгкапу текстом. At the same time, he wrote his commentary. Он написал в то же самое время комментарий на текст «Фундаментальная мудрость срединного пути Нагарджуны». And he criticized the mind-only school as being too idealistic. В свою очередь критиковал школу только ум, называя ее чрезмерно идеалистической. And he restored external object. И он установил внешние объекты. And he talked about relativity in a more subtle way. И он говорил об относительности на более тонком уровне. And after him came a teacher named Baba Viveka. А после него пришел учитель по имени Бхава-Вивека. And Baba Viveka sort of followed Buddhapalita, but he criticized Buddhapalita's use of logic. Он следовал Буддапалите, но критиковал то, как Буддапалита использовал логику. And he wanted to use a more formal type of logic. Он хотел основываться на более формальном типе логики, можно так сказать. And so he agreed with Buddhapalita in criticizing the idealist school, the Vidyanavada school. Он критиковал, he agreed with Buddhapalita. Он соглашался с Буддапалитой и критиковал школу Видьянавада. But he criticized Buddhapalita for being too radical in his way of arguing. Но он критиковал Буддапалиту за то, что он был слишком радикален в своих высказываниях, в своей критике. And then third, Chandrakirti came along, the great Chandrakirti. Далее пришел величайший Чандракирти. And then he criticized Baba Viveka. Критиковал Бхава-Вивеку. And supported Buddhapalita. И поддерживал Буддапалиту. And then later. А позже Tsongkhapa came along and followed Chandrakirti. Лама Цонгкапа, который следовал Чандракирти. So it's a long series of thousands of years of deep analysis. Это такой долгий, тысячелетний, глубокий анализ. And it's too. I think it's too much for you to go. We've already gone like over an hour. It's too much for you to go too much into the details. Я думаю, что, наверное, на сегодняшний день это будет достаточно. Мы не станем углубляться далее в детали. But it's extremely wonderful and it's extremely subtle. The form of Chandrakirti's thought that Tsongkhapa refined. Но мысль Чандракирти это была наиболее тонкая мысль, которую еще дальше прояснил лама Цонгкапа.
And the basic idea is И основная идея, которая там была, that the Buddha has no dogmatic teaching of his own. заключалась в том, что у Будды нет никакого собственного догматического учения. And again, I've been saying in many of my talks here, in case some of you have been to other ones, И я очень часто повторяю на своих беседах, и, может быть, вы уже были на моих беседах и это слышали. how Buddha does not insist that you have to believe him. Я подчеркивал, что Будда утверждал, что вы не должны ему верить. He wants you to think for yourself. Будда желал, чтобы мы думали самостоятельно. And even doubt what he says. И даже подвергали сомнениям его слова. Only accept it after you have critically evaluated it. И принимали его слова только после того, как подвергнете их критическому анализу. And it's like His Holiness the Dalai Lama. Здесь можно привести пример с его святейшеством Далай Ламы, когда он путешествует по миру. He tells people who are either secularists, materialists, Он говорит людям, которые либо материалисты, or Jewish, стоят на позиции секуляризма, или это христиане, индуисты, иудеи или мусульмане, последователи любой религии. He says, I don't insist that you be Buddhist. Он говорит всем им, я не настаиваю на том, чтобы вы стали буддистами. He says, I want you to understand reality. Я хочу, чтобы вы постигли реальность. And I want you to be wise. Я хочу, чтобы вы были мудрыми. And I want you to be more compassionate. Я хочу, чтобы вы стали более сострадательными. Which you will be when you're wise and you realize that you're interconnected with other people. И в конечном итоге так оно и будет, когда вы разовьете в себе мудрость и поймете, что вы взаимосвязаны с другими людьми. And whether you do that because of emptiness, будете ли вы таковыми по причине относительности, meaning relativity, то есть по причине постижения пустоты или относительности, or whether you do it as a theist, или если вы придете к этой убежденности, следуя по пути атеизма, because you think all human beings are God's children, so everybody is your brother and sister. Теистических религий, которые также помогут вам чувствовать, что все живые существа, все люди — это братья и сестры, сотворенные Богом. He says, I don't care. Мне не так важно, каким из путей вы пойдете. I just want you to be kind to your Я просто fellow хочу, human чтобы вы being. подошли к этой доброте и проявляли доброту к своим соплеменникам, другим людям. And use the Buddhist science to help you do that. Я хочу, чтобы вы опирались на буддийскую науку, чтобы она помогла вам развить эту доброту. So this was elaborated 1,300–1,400 years ago. Это все обсуждалось 1300–1400 лет тому назад. By Nagarjuna, Buddhapalita, and Chandrakirti. Буддапалита и Чандракирти. And then Tsongkhapa elaborated in Tibet definitively. А потом, безусловно, Лама Цангкапа дал этому новое осмысление в Тибете. And really everybody followed him. И действительно все пошли по его Even though they say, oh, we're a different school and we don't really follow Tsongkhapa. Некоторые могли говорить, что мы принадлежим к другой школе, и мы не идем по стопам Ламы Цангкапы. But everybody came to say we're a Taljawa, or we're a Prasangika. I call it dialecticist. Но практически все говорили, что мы прасанги, относимся к школе прасангика, которую я перевожу как диалектики. I call it dialecticist. Я говорю диалектики. Not dialectical. No, I say this dialecticist. And I have a reason for that, because I'm respecting, the dogmaticists. I don't want to say Baba Viveka is dogmatic. Я не хочу говорить, что Вивека догматик, because he's a Madhyamaka, centrist. Потому что он принадлежит к Мадхьямаке, он центрист. He's a profound and sophisticated philosopher. Он философ невероятно глубокий, невероятно изощренный. So I want to say he's like a dogmatist. Я хочу сказать, что он похож на догматиста. But not actually a dogmatist. Но он догматик. So на самом деле он не догматик. Dogmaticist, Вот я говорю That means like, похожий на догматика, но не догматик. And also the dialecticist, То же самое и с диалектикой. It's not that he has no view of his own. Когда я говорю диалектик, это не означает, что у него не было своих собственных взглядов. Many people misunderstand the dialecticist. Многие люди не понимают, какой смысл вкладывается в этот центризм. It means that Dalai Lama has no view of his own. He says, "Oh, you can do whatever you want. Therefore, I have no view of my own." Потому что если вот так неправильно понимать, то нам придется сказать, что у Далай-ламы нет своих собственных воззрений. У него нет собственных взглядов. Это неправильно. Конечно, у них есть свое собственное воззрение. Но это воззрение чрезмерной открытости. Это такое воззрение, которое позволяет другому человеку иметь собственный взгляд на вещи. Единственное, к чему они призывают оппонента,
поразмышлять о своей точке зрения to see if they can find any и contradiction. попробовать увидеть, а нет ли в этой точке зрения каких-то противоречий. And then they will change their own mind by thinking critically. И начав думать критически, они смогут изменить свою точку зрения. Rather than sort of forcing them to adopt your view. Rather than forcing your opponent to adopt your view. То есть они не заставляют силой своего оппонента поменять свою точку зрения, но подталкивают его к критическому анализу. Which is what a dogmatic teacher does. You have to just believe what I believe. А те, кто стоят на позициях догматизма, они, конечно, именно силой заставляют других переходить в свою систему ценностей. So the Buddha, Nagarjuna, Tsongkhapa, they don't want to do that. Не хотели поступать именно так. Because if someone artificially adopts a view without thinking their way through Потому to что it, если кто-то искусственным образом будет заимствовать какую-то точку зрения, не подвергнув ее глубокому анализу, it will imprison the freedom of their own critical wisdom. то его собственный критический анализ, его собственная мудрость окажется за решеткой, окажется в темнице и не будет развиваться. And it will not really change their way of being. It will not help И them. никак не скажется на их способе бытия, никак им не поможет. Now there were two things. I think it will be too long. There are two things that I want to particularly Еще say есть две вещи, которые я обязательно хотел подчеркнуть в беседе с вами, that are unique in this book что уникальной характеристикой этой книги Ламы Цангкапы that I have never seen anywhere else in any other Indian or Tibetan text. это то, что я никогда не встречал ни в одном из тибетских или индийских текстов. Although later followers of Tsongkhapa do quote these particular two things. Хотя последующие комментаторы Ламы Цангкапы это приводили в своих трудах в качестве цитаты. And that is on page 342, but I'm not going to look at the book, I'll just say it. Page 342. На 342 странице. In case you have the book, you know. На случай, если у вас появится эта книга. It'll be a different page number in the Russian. Правда, на русском языке у вас, конечно, соответственно, будет другая нумерация страниц. But anyway, the Tsongkhapa, как бы то ни было, Лама Цангкапа на этой странице говорит. He says this amazing thing. Говорит нечто поистине удивительное. He says that any kind of being has three types of habits of perception. Что у каждого живого существа есть три типа привычного восприятия. They perceive things as if they were intrinsically real. Во-первых, они воспринимают вещи, как будто они обладают самосущей реальностью. That is to say, ignorantly, really. Это невежественный способ восприятия. Then they can perceive things as if they are intrinsically unreal. Они могут воспринимать вещи как обладающие самосущей нереальностью. Which in a way is more like a perception of wisdom. Это немного похоже на восприятие, исполненное мудростью. You know, they sort of see through things. Они как бы видят вещи насквозь. And then they perceive things without qualifying И третий способ восприятия, them когда as вещи to whether they're real or unreal. воспринимаются без отнесения их к реальным или нереальным. Those are the three perceptual Вот habits. это три привычные тенденции восприятия. Yeah. Now the unenlightened person Непросветленный человек perceives things as intrinsically real. Воспринимает вещи как обладающие самосущей реальностью. And sometimes perceives them without qualifying them as being intrinsically real or иногда unreal. он воспринимает вещи, не относя их к реальным либо нереальным. So those are the only two habits they have. У такого человека есть только две привычки. That's why they're stuck in the world of the objects of samsara, as if they were all intrinsically real. Почему они как бы застревают в этом мире самсары, где все явления воспринимаются как обладающие самосущей реальностью. And they never perceive them without investing intrinsic reality in them that they can pay attention to. Они никогда не They never perceive. Their unqualified perception is sort of like peripheral vision. You know, it's like I'm looking at that glass and then I see the cup over here and I perceive it, but I don't qualify it because I'm not focusing on it. И они могут не фокусироваться, не относить вещи к реальным или нереальным, но они на этом не фокусируются, не сосредотачиваются. Они как бы периферийным зрением это воспринимают. So in a way, it's just our unconscious way of perceiving, you know, because we perceive many more things than we pay attention to. То есть мы воспринимаем гораздо больше разных вещей, но далеко не на все обращаем внимание. And then the enlightened person, guess what their perception is. Давайте попробуем отгадать, каким будет восприятие просветленного человека. All three of them.
У него будут присутствовать все три возможности. Simultaneously. И причем они будут проявляться одновременно. That's really fascinating. Это поразительно. That is to say, an enlightened being sees То есть, something, когда просветленная личность что-то видит, воспринимает, and out of their compassion, they see it the way ordinary beings see it. поскольку просветленное существо исполнено сострадания, он видит это явление, эту вещь глазами обычного человека. So in order to be able to interact with the ordinary being. Чтобы как-то иметь возможность взаимодействовать с обычными людьми. But at the same time, they see it without intrinsic reality. They see through it. They see it as transparent. Но одновременно они видят как бы вещи насквозь, видят их прозрачно. And they see the being as transparent. They don't even see a being in a way. Они видят всех живых существ прозрачными. В каком-то смысле можно сказать, что они существ, они и не видят. And then, because those two kind of balance each other out, и поскольку эти две как бы противоречат друг другу, they see things as unqualified as to intrinsic reality or unreality. Они одновременно видят вещи и не относя их к реальному и нереальному. It is so beautiful. Это очень красиво. And there's a way he elaborates, and we just don't have time. Если в этом тексте он все это подробно объясняет, просто у нас нет времени на то, чтобы на этом остановиться подробнее. It is so sophisticated as a psychologist and a scientist. Это настолько сложно, что психологи, ученые and a phenomenological philosopher. И философы, занимающиеся феноменологией. It's extraordinary. Она находит это удивительным. And then about 20 pages later, he talks about Потом через 20 страниц what he calls the four exceptional consequences of the dialecticists. Four exceptional consequences. 4 исключительных следствия. Because you see, the dialecticist argues in a way with people, when teaching them. Диалектизма, как построить существительное? By asking them questions. Say it again. Sorry. A dialecticist. Диалектики, when he's teaching people, когда они преподают свое учение и пытаются как-то исправить их нереалистичное мироописание, she or he asks them questions. Они обычно задают вопросы. Actually, Socrates, Сократ, например, who was really, from my perspective, emanation of the Buddha. С моей точки зрения, он был эманацией Будды. He used to work like that. Он вот так работал. He would always ask questions Он of the people всегда he was задавал talking. людям вопросы, тем людям, с которыми он разговаривал. He wouldn't just say, "Here's the right answer." Он не говорил так: вот правильный ответ на вопрос. He would say, "Well, what do you think?" Он спрашивал: а ты что думаешь? And then he would say, "Well, if you think that, then what about this consequence of what you think?" А после этого он говорил: но если ты думаешь так, а что ты скажешь о таком следствии? And then if that is the case, what about this consequence of that? А если это так, то тогда как ты поступишь вот с этим следствием? And then pretty soon the consequences would become contradictory. И очень скоро он приводил своего собеседника, подводил к противоречиям в его собственных высказываниях. So then that way they would help the person find freedom of their own unrealistic view. И таким образом он потихонечку освобождал человека, своего собеседника, от его собственных нереалистичных идей. Rather than just dogmatically clashing with them. Вместо того, чтобы сходиться с ним в битве догм. Like you have a view and I have a view and mine is better. У тебя воззрение, у меня воззрение, мое лучше, чем твое. So that's the skill of the Buddha. Это искусство Будды. And Nagarjuna, Chandrakirti, Tsongkhapa, and also millions of dialecticists and centrists. А также миллионов диалектиков-центристов. In India, Tibet, and Mongolia. В Индии, Тибете и Монголии. Over thousands of years. Которые появлялись на протяжении тысячелетий. So then he has those, but that's too complicated. Но это, конечно, все чрезвычайно сложно. And I have those four consequences fit with four stages of meditation. Эти 4 следствия, они соответствуют четырем стадиям медитации. Which are analyzed in the Tantra only. Которые анализируются только в тантре. So this is where I feel there's a proof. Мне кажется, что вот это доказательство. That the Tsongkhapa was really studying того, что лама Цongkhapa exoteric philosophical level изучал экзотерический философский уровень and the tantric level и тантрический уровень completely in one point. Как бы у него сходились в одной точке и то, и другое. Философский, экзотерический подход и тантрический. И вот этот труд, он это доказывает. Но сейчас становится уже поздновато. И это хороший знак. Есть такая традиция в буддизме, что всегда хорошо оставить учение незаконченным. Because that means that the students and teacher have to gather together again someday. Это означает, что учитель и ученики однажды снова встретятся.
to continue the teaching. Чтобы продолжить даровать учение. So that means I have to come back to Kalmykia. А это значит, что мне нужно будет вернуться в Калмыкию еще один раз. Talk about the 4 exceptional consequences. Чтобы поговорить об этих 4 экстренных последствиях. Okay. So now we have a little time, very little time for questions. У нас совсем мало времени, прямо. As usual, I talk too long. Как обычно, мое выступление было чрезвычайно долгим. Но если у кого-то из вас есть вопрос, и у Кости есть микрофон. Вы вчера хотели задать вопрос? This gentleman yesterday, he didn't have time to ask. Можно? Вы вернулись, мой стародавний друг. Yesterday he wanted to ask the question. I promised him. Можно? Да, пожалуйста. So other people can hear you. Уважаемый Роберт, объясните, пожалуйста, вот победивший самого себя и усмиривший полностью своему, это одни и те же понятия, или это суть одной истины, или это все 2 истины? Победивший самого себя и усмиривший свой ум. When we are saying the one who победивший, who is victorious over himself, yes. the first one, and the second one, the one who tamed his mind. It's yeah. It's the same thing or not? That is the same thing. Да, это одинаково, одно и то же. Absolutely. Although I can say this. Хотя я могу вам сказать, that the final victor has not only tamed his mind, что конечно, тот, кто одерживает окончательную победу, он не только усмиряет свой ум, but by means of taming his mind, но посредством усмирения своего ума, has also controlled all of the physical processes of the body. Он также контролирует и все физические процессы, то есть процессы в своем теле. And all of the atoms and everything. Все свои атомы, все, из чего мы состоим. And so therefore has a very great power. Поэтому такое существо обладает действительно великой силой. Of transforming things in the world. Силой трансформации всего в мире. To benefit the living beings. И направляя это на пользу всем живым существам. And that's why we call Buddha Jina. Вот почему мы даем Будде имя Джина. Jina, which means victor. Джина означает победитель. I don't like translating as conqueror. Мне не очень нравится слово «победитель», because conqueror sounds too violent. Потому что, на мой взгляд, победитель звучит, честно говоря, чересчур насильственно. So victor and victorious is just fine enough. Мне больше нравится вот победоносный или одержавший победу. You know, and we have Conan the Conqueror, you know, the movie, you know, like with some big muscle bound. У нас есть такой фильм «Конан. Победитель», да, и там такой мужчина с большими мышцами повсюду разгуливает. В общем, не лучший пример. So of course it's not wrong, but I don't like to use the same word for like a general who kills people. Конечно, слово-то одно и то же используется, но мне как-то неприятно использовать одно и то же слово по отношению к Будде и по отношению к человеку, который убивает других. Okay, thank you. Now our Спасибо. Теперь у нас, пожалуйста, друг-философ. He's going to come up with something really heavy duty. Здравствуйте. Yes. Мой вопрос заключается в соотношении принципа бессамостности и явления реинкарнации. Скажите, пожалуйста, вот возьмем пример. К примеру, погибает тело человека и предполагается, что в следующей жизни он является, например, животным каким-нибудь. Исходя из принципа бессамостности, мы не можем предположить существование вечной, неизменной души, подобно тому, как это есть, допустим, в авраамических религиях. Сейчас, секундочку, ладно, давайте потихонечку. So his question is about selflessness yes. and reincarnation. Yes. How these two things come together. Because he's saying, let's say somebody dies and then he's being reborn as an animal, let's say. Since we are talking about selflessness, then there is nothing actually independent that could be reincarnated, but he wants to continue. Right. I got the question. Я want to answer or do you have another question? Я вопрос уже понял, я могу дальше вам уже начать отвечать. Ну, еще последний вопрос. То есть, если после смерти тела мы вместе с телом отбрасываем память, характер, интеллект, а души у нас неизменно вечно нет, подобно тому, как в авраамической религии существует, то почему мы предполагаем, что из одного человека конкретно возникает конкретно, например, собака, а нельзя предположить, что человек просто растворяется в сонме вообще всех живых существ? So
if we are saying that after we are dying, then we lose our body, our intellect, many features, our character, and at the same time Buddhism is saying that there is no self, then what exactly is being reincarnated? Okay, Why we are thinking, good question. That's an ancient Buddhist question. Это вообще самый древний буддийский вопрос. And the most simple answer is И простой вопрос следующий. That there is reincarnation. Перерождение существует because of selflessness. Именно потому, что есть бессамостность. If there was a self, если бы было я, there could be no reincarnation. Не было бы возможно перерождение. Because the self, an independent self, потому что независимое я is fixed. Оно зафиксировано, оно фиксировано, оно неизменно. It's like an absolute identity. Это нечто как абсолютное. And it could not relate and be part of causality. Она никак не может играть свою роль в причинном процессе. And therefore it could not reincarnate. А значит, не может и перерождаться. It would only be stuck. Actually, it couldn't really be in the process of a living person because it would sort of be. It would choke the living person because it always have to stay the same. Потому что, честно говоря, такое независимое я, оно и жить-то не могло бы. Оно не могло бы способствовать жизни, потому что оно бы держало жизнь зафиксированной. And even without dying, a living person changes all the time. Everything inside the living person changes. The mind, the brain, the body. Даже еще до того, как every atom changes. Как доходит дело до смерти, мы постоянно меняемся. Каждый атом, каждая частичка нашего тела находится в постоянном процессе изменения. So if there were any fixed identity inside there, that was the real person. Потому что если бы было вот такое фиксированное я, it couldn't be affected by all the changing beings. То на него никак бы не могли бы оказывать влияние какие-то изменения. It couldn't be connected. Оно не могло бы как-то соотноситься с чем-то иным. It could only be irrelevant. Irrelevant. Оно вообще никак, не могло бы соотноситься ни с чем. It couldn't be located somewhere. Оно даже не могло бы быть нигде расположено. Because it couldn't have boundaries and be fixed and unchanging. Потому что у него не было бы даже никаких границ, потому что оно должно было быть фиксированным и неизменным. So precisely such a self has never existed in a person or a thing. И естественно, такое я никогда не существовало ни внутри личности, ни где-либо еще. All persons and things are empty of any such self. Абсолютно все вещи и все личности, все люди, все существа, они свободны от такого я. Это и означает пустота. And therefore everything is a continuum. Поэтому все описывается как континуум, поток. You know, when you play pool in a coffee shop. Когда вы играете, как это называется? Play pool, бильярд. Когда вы играете в бильярд в каком-нибудь кафе. And you hit the ball. И вот вы ударяете по шарику. And then the ball hits another ball. А второй шарик ударяет следующий шарик. The first ball то первый шарик останавливается. Or goes another direction. Или отлетает в другую сторону. And the energy that was moving the ball, а энергия, которая приводила в движение этот шарик, which came from your arm, которая родилась из вашей руки, из вашей позиции, из вашего ума, из вашего решения ударить по шарику, из вашего нацеливания на шарик, and what you had for lunch, and the fact а также от того, что вы покушали, что вы съели на обед. Энергия, за которой стоит бесконечный поток. Вот эта энергия, когда вы ударяете по шарику, она идет дальше, передается следующему шарику. И она идет дальше, приводя в движение этот новый шарик. Подобным образом, когда вы умираете, super subtle mind, ваш наитончайший ум и наитончайшее тело, which actually has a super subtle body, very like a dream body. На самом деле у нас есть супертонкое, сверхтонкое тело, которое похоже на тело сновидений. It drops its connection, which is a relative fluid connection. Она утрачивает связь, а это относительная связь на уровне жидкости. With the coarse body and mind. С грубым телом и грубым умом. And the memories in the brain go. Память, которая присуща нашему мозгу, она отмирает. Because most of them are unimportant. Потому что вся эта память, которая связана с мозгом, она не важна. But a certain code is transmitted into the continuum of this subtle, super subtle mind, not the subtle mind, but super subtle mind. Определенный код, он как бы продолжает твое движение вместе с этим наитончайшим умом. And it encodes your wisdom. И этот код несет в себе мудрость, вашу мудрость. Or stupidity. Или вашу глупость.
Wisdom being a pattern of openness and connection. Что значит мудрость? Это тенденция к открытости. And stupidity being a pattern of closedness and separation. И соединение с другим, а глупость это наоборот закрытость и отделенность от другого, от всего иного. And your generosity and lack of attachment. Ваша щедрость, которой противоположна привязанность. As opposed to your stinginess and grasping. So sorry, stinginess. No, you said the generous. Your generosity and non-attachment. Non-attachment. Ваша щедрость и непривязанность, которая противоположна вашей жадности. As opposed to your stinginess and your grasping. Жадности и привязанности и цепляния. And your patience and tolerance, ваше терпение и терпимость, as opposed to your anger and которое hatred, противоположно вашему гневу и ненависти, and so forth, everything in the direction of openness, все как бы движется то, что движется в сторону открытости, and away from the direction of closedness, и уводит вас от закрытости. And this kind of code goes into the super subtle mind and body. Этот код, он находится в вашем наитончайшем сознании, наитончайшем теле. And then it leaves, leaves the coarse body and mind, completely leaves. Потом, когда это наитончайшее тело, наитончайший ум полностью оставляет ваше грубое тело. And then, unless you're already enlightened, then you enjoy just floating in the transparent diamond space. Если вы еще не просветленный человек и не способны просто наслаждаться самим фактом, что вы вот так вот витаете в этом обширном прозрачном пространстве, подобным алмазам. It tends to want to find a new body similar to the old one because it's used to being connected like that. Оно начинает искать какое-то другое грубое тело, потому что оно очень привыкло к тому, что оно находится в рамках этого грубого тела. And if it wants to be human, и если оно желает быть человеком дальше, it has to look for parents. Нужно искать родителей. And then, because it travels it's super subtle, it can go with это тонкое сознание, тонкое тело, with the speed of light or the speed of thought. Перемещается очень быстро со скоростью света или со скоростью мысли. So, do I want to be born in Kalmykia? То такие вопросы встают. Хочу я родиться в Калмыкии, в деревушке Шинмер? Do I want to be born in Moscow? Хочу ли я отправиться в Москву? Do I want to be born in New York? Хочу ли я родиться в Нью-Йорке? Или в Лондоне, в Токио, Пекине, Австралии or another planet? Или на другой планете? Then it goes looking for parents. Оно начинает, тонкое сознание, тонкое тело начинает искать родителей. And then, if it's very open, it finds some really beautiful parents. И если оно достаточно открыто, то родители оказываются очень красивыми, которые добры, которые щедры, которые находятся в состоянии глубочайшей любви. And I'm sorry, I don't mean to be embarrassing, but it finds them in bed. И я не хочу вас как-то смущать, но родители в этот момент оказываются в постели. In union. Они соединяются. And then it tries to join in. И тогда это сознание, тонкое сознание тела хочет к ним присоединиться. And then there is a meeting of three genes. И вот возникает вот такая встреча этих трех генов. The mother's gene, гена матери, which is red, красного цвета, father's gene, which is гена white, отца белого цвета, and your own super subtle body, и mind вашего gene, собственного гена, состоящего из сверхтонкого тела и сознания, который имеет синий цвет. Isn't the Russian flag red, white, and blue too? У вас, кажется, такой флаг, да? Красный, белый и синий. American flag is red, white, and blue. И, кстати, French flag is red, и у американцев, и еще у французов такие цвета на флаге. Вот такой патриотизм. And so these three genes then produce the new embryo. Вот эти три гена, они порождают эмбрион. And it's completely changed from previous life, yes. И, конечно, то, что мы получаем, полностью, сильно отличается от того, что было в прошлом рождении. Это так. Но, тем не менее, мы можем говорить о континууме, о потоке. И это уже перестает быть чем-то невыразимым или немыслимым. Это не более невероятно, чем разговор о гене отца и гене матери. Например, ваши скулы, ваши ноздри, ваши глаза, ваши губы, ваши волосы. В них вы, скорее всего, найдете определенные черты, которые роднят вас с матерью или с отцом. Например, у отца или у дедушки какие были уши или какой был нос. The nose and ears of father and grandfather are way left behind. By the gene leaves behind the actual nose and ears.
The coarse nose and ears of the father and grandfather are left behind by the gene. Дедушка или там папа, они уже ушли из жизни, но тем не менее вот в этих генах сохранилась форма их носа или форма их ушей. And the gene is just a code molecule with a code like A, B, C, D, E. А что такое ген? Это всего лишь молекула с каким-то набором информации, с каким-то набором инструкций. Like a construction plan or something. Это некий план строительства, можно так сказать. And then that combines with the other parent's genes. Когда этот ген соединяется с геном другого родителя. And your own gene from a previous life, what kind of form seems beautiful to you, what attracts you. И к этому добавляется ваш собственный духовный ген, который привлекает такое тело, которое вы находите приятным, привлекательным. As you grow up, потом вы начинаете расти. Your face looks very much like either mother or father or grandfather or somebody. Ваше лицо становится больше похожим на бабушку, на дедушку, на маму. That is totally inconceivable. Это ведь на самом деле само по себе уже немыслимо. But it is a continuity. There's nothing unchanging in the gene or in the ear or the nose or the parent. Но это всего-навсего некий поток, нет ничего неизменного в этом гене, в том, как из них сформируется нос и так далее. И это настоящая длительность, поток. So did you? Well, just wait. Okay, сейчас мы дойдем. You get it so far? You got that mechanism? Пока вы видите тот механизм, который я объясняю. All that happens because все это происходит, потому что все бессамостно. There's no fixed thing that has to not change. Нет никакой фиксированной вещи, которая бы не менялась. And that can't relate in any of that process. Которая бы не могла никак быть связана с любым другим процессом, потому что все в этом процессе взаимозависимо, взаимосвязано. It's all total relativity. Мы говорим о полной относительности. Okay, now what? А что? Good. I like him. I'm sorry. I'm giving him more questions. Вопрос относительно этого же предыдущего. Мне просто кажется, если я его не задам, то суть предыдущего вопроса будет не совсем раскрыта полностью. Вот вы сказали, что существует какой-то там, скажем так, личный ген, там, назовем его наитончайшая душа, то есть какая-то сущность. В чем вот ее отличие именно вот этого гена? Давайте углубимся именно в понимание его. В чем его отличие от души в христианстве, например? В чем его приходящее, в чем его бессамостность? Охарактеризуйте, пожалуйста. Could you please, because I really want to know. So you're talking about the third gene, spiritual gene, or whatever you call it. So what is then the difference between this gene and the Christian soul? It's very important to know what's the difference between these two. The difference is. Разница заключается вот в чем. It's not just the Christian soul in general. Это мы можем сравнивать не только с христианским пониманием души, но души вообще. Even some Buddhists, even though there's a doctrine of selflessness. Даже некоторые буддисты, хотя в буддизме существует доктрина бессамостности, они думают, что у них внутри что-то фиксировано. And actually, the Buddha even says. И Будда даже говорил. In the Lankavatara Sutra. В сутре Ланкаватара, в сутре нисхождения в Ланку. He says, I teach the Buddha nature theory or Buddha essence. Он говорил, что я преподаю теорию о природе Будды или сущности Будды. Because of some Buddhists who. Потому что некоторые буддисты they have a fixed soul. начинают думать, что у них есть какая-то фиксированная душа. By the idea of no self. И им становится очень страшно, когда им говоришь о том, что все бессамостно и нет самости, нет души. And so I teach Buddha nature. Я этим людям преподаю идею о природе Будды, чтобы они чувствовали себя расслабленными. But actually, what Buddha nature is. Но на самом деле, что такое природа Будды? Is a constantly changing continuity of openness. Это постоянно меняющийся поток открытости. And of course, the ultimate openness is emptiness. И, конечно, полная открытость в высшем смысле это пустота. So that's actually really what it is. It isn't like there's a little Buddha in there. Не то, что здесь у нас внутри живет маленький Будда, и это и есть природа Будды. So the Christian soul. Христианское толкование души или индуистское понимание души, или душа Конфуция это теоретическая форма, которая соответствует невежественному восприятию, невежественному ощущению, которые люди питают вне зависимости от того, какой религии они принадлежат.
Им кажется, что у них есть эта фиксированная сущность. And actually, even the modern materialists, И даже современные секуляристы, материалисты, because they still have that feeling of a fixed essence, поскольку у них еще остается это ощущение фиксированной even though they сущности, reject the religious soul idea, пусть даже они отбросили идею and they reject духовной души, reincarnation, и они отвергают and they say they're only реинкарнацию, a brain, они говорят, что мы только мозг, but they carry around an idea of a но little все-таки они fixed хранят soul, в своем сердце какое-то представление о некой маленькой фиксированной душе. which is a little piece of absolute nothingness. Это некий кусочек абсолютного ничто. And therefore they think when they die, they go there, Они думают, что когда они умрут, они and they become that nothingness. туда попадут, они станут этим ничем. So they get a very rigid feeling about У being nothing. них очень жестко фиксированное чувство, что они это ничто. Because the point is, it's a delusory structure in the unconscious, the soul thing. The fixed soul thing. Sorry? It's a delusory structure in the unconscious. Это некая омраченная сущность подсознания, то, что они называют душой. And then different religions and sciences make up different things to fit with it. Различные науки, различные религии, они предлагают разные теории для описания такой души. And so the Buddha is the great teacher who saw that understood how that delusion worked as a scientist. А Будда был величайшим учителем, который действительно предложил научный подход к пониманию того, как работает эта омраченная сущность. By investigating within himself. Он провел исследование самого себя. And becoming transparent within himself. Он стал сам прозрачным. And then, so then he said, no self. И сказал, нет, такого я нет. Meaning no absolute fixed self. Нет абсолютного фиксированного я. He constantly talks about how you should control yourself. Он все время говорит вам о том, что вы должны контролировать себя, что у вас должно быть хорошее я. He also uses the self in relative conventional context. Он также использует слово «я» в относительном контексте, постоянно. And therefore, many Buddhist philosophers say, well, wait a minute, Buddha, you said selfless, why do you talk about the self? И потому многие буддийские философы говорят, погодите, Будда, вы говорите о бессамостности, тогда почему в другой строчке у вас это слово «я»? The point is, in the continuum of our being, в континууме нашего существа we do have a relative self. У нас есть это относительное я. У вас есть относительное я, которое постоянно меняется. И что происходит, когда кто-нибудь начинает это распознавать? Потому что они постоянно меняются, они находятся под влиянием того, что они говорят, думают и делают. Им постоянно следует направлять себя в правильном направлении. И это правильное направление, на самом деле, это то направление, которое ведет нас к открытости и чувству цели. То есть к мудрости и состраданию. And so therefore you can have a soul, it's all right. То есть можно иметь душу, ничего страшного. The difference will be, но разница будет здесь вот в чем. You can call that gene the soul, it's all right. Вы можете называть этот ген, про который я говорю, душой. The Buddhists do call it that in the tantras. И буддисты так его называют в тантрах. But that's because you already know it's a constantly changing process. Но это потому, что вы знаете, что это постоянно меняющийся процесс. Even at the super subtle level. Даже на наитончайшем уровне. And so therefore you're committed to the positive cultivation of it at all times, forever in the future. То есть вы направляете его в позитивном направлении навсегда в будущем. And so you don't get hung up on the fact that now and then Buddha says no self or no soul. Вы не сильно цепляетесь за этот факт, что здесь Будда говорит о том, что нет я, нет самости. When the Buddha in Prajnaparamita Sutra is in a mood of know this and know that. Когда Будда, преподавая Праджняпарамиту, был в таком особом настроении, ему хотелось сказать «нет этого» и «нет того», He says, no nose, он даже сказал «нет носа», no ear, «нет ушей», no eye, «нет глаз», no tongue, «нет языка», no body. «нет тела». Everything is no, no, no. Там сплошные «нет, нет, нет» и «нет». Because it means you don't have an absolute nose. Он имел в виду, что у вас нет абсолютного носа. Your nose is changing. Ваш нос меняется. You do have a relative nose. У вас есть относительный нос. So in the subtle plane, he can reconstruct that and use every term. То есть на тонком уровне он может перестроить этот термин. The only reason he holds back on that and tends to emphasize no soul and no self. А почему он делает такой упор на том, что нет самости, нет души?
he doesn't want to make it too easy for the Buddhists to kind of think they have the really fixed one. Потому что он хочет, чтобы буддисты вот так вот не стали думать, что у них есть что-то фиксированное, что никогда не меняется внутри себя. Which becomes the prison of the rigid identity. Потому что тогда они становятся узниками фиксированного самоощущения. Okay, now finally, I have a question for you. У меня к вам вопрос теперь в свою очередь. How old are you? Сколько вам лет? I'm 24. 24. 24. Oh, good. You're young enough. Вы достаточно молоды. I'm sorry, but I'm looking for reincarnation of Geshe Wangel. Я прошу прощения, я просто ищу реинкарнацию Геше Вангела. He said he would come and study with me. Потому что он сказал, что он придет и будет учиться под моим руководством. There was a young lady who's here who said that because he said he would come at the age I was when I met him, and I was 21. Потому что Геше Вангел сказал, что он придет учиться у меня, когда ему будет 21 год, именно в этом возрасте я пришел учиться у него. So she said, well, I'm 20, maybe I'm Geshe Wangel if I study with you. Вот тут на днях девушка поднялась и сказала, мне 21 год, может, я Геше Вангел. So she said, could I prove or disprove that? Еще она сказала, можете вы это доказать или опровергнуть. So I told her it wasn't up to me to prove it, it was up to her to prove it. Я сказала, что доказывать нужно не мне, доказывать нужно вам. By learning and studying the Dharma. Посредством изучения, глубокого постижения Дхармы. It's not with me, then with another teacher. Если не под моим руководством, то под руководством другого учителя. So then you're young enough, you could be Geshe Wangel. Вы достаточно молоды, вы можете быть Геше Вангелом. And if you think critically and study hard like если вы будете вот так критически размышлять, если вы будете упорно учиться, как вы это делаете сейчас, если будете читать Нагарджуну, Чандракирти, Ламу Дзонкапу, можете стать Геше Вангелом. Вы не из Шинмера? Не из деревни Шинмер, где родился Геше Вангел? Откуда вы родом? Листа? From Elista, yeah. He's from Elista? Yes. Okay. Well, that's how you're a super subtle mind. Oh, by the way, there's one last thing I want to say. Последнее, что я хотел вам сказать. Which you all find interesting. Может быть, это всем вам покажется интересным. You know, the materialist physicists have what they call the second law of thermodynamics. Физики и материалисты, они открыли то, что они называют вторым законом термодинамики. Which means that no energy is ever created out of nothing. Никакая энергия не рождается из ничего. And no energy ever becomes nothing. И никакая энергия не уходит в ничто, то есть она не может быть уничтожена. It can become very diffuse, which is what they call entropy. Она может размножиться, рассредоточиться, это то, что называется энтропия. But it never destroyed. Но она никогда не уничтожается. So they, in a way, they have reincarnation of energy. То есть мы можем говорить в некотором смысле, что они открыли реинкарнацию энергии. In the sense of endless continuum. Потому что они говорят, что энергия — это бесконечный поток. And in the super subtle mind, когда мы начинаем рассуждать о наитончайшем сознании, the level of the indestructible drop, на уровне неразрушимой, говорим о неразрушимой капле, what I'm calling the spiritual gene, или это именно то, что я называю духовным геном. They say that mind and body говорится, что тело и ум на этом уровне уже неразличимы. Нет дуализма, нет двойственного разделения на тело и ум. In that condition, body is a kind of super subtle energy, subatomic energy. На этом уровне I'm saying body is sort of super subtle energy. Тело превращается в сверхтонкую энергию. And mind is the clear light mind. А ум — это ум ясного света. Right, so it's kind of very, very subtle. То есть он становится очень и очень тонким. So therefore, in a way, Buddhist science doesn't mind materialism. Таким образом, можно сказать, что буддийская наука не возражает против материализма. Or reducing mind to matter. Или то низведение материи, ума до материи в определенном контексте, в определенных важных целях. Хотя, конечно, отрицаются догмы, связанные с материализмом, абсолютные законы материализма. И таким же и подобным образом в школе Виджнанавада
в школе Нижняя Новада, you can reduce matter to mind. Вы можете низвести материю до ума. And you can see the world is only made of mind. И вы можете сказать, что весь мир это всего-навсего ум. Which would freak out the materialists. Что может повергнуть в состояние смятения материалистов. But actually, if they followed the real rules of science, но на самом деле, если они будут следовать законам науки, that all laws of nature are hypotheses. То они будут понимать, что все законы природы гипотезы. And they are fit the evidence at the moment, awaiting some further evidence that might disprove them. На сегодняшний момент мы базируемся на определенных доказательствах, should not be considered dogmas. А в будущем могут появиться новые доказательства, которые опровергнут существующие ныне, поэтому мы не можем считать законы природы догмами. If the scientists really followed that, если бы ученые по-настоящему следовали этому принципу, then they could really have a good dialogue with то у них мог бы возникнуть весьма плодотворный диалог с учеными буддистами, которые изучают внутреннюю науку. Thank you all very much. Большое вам спасибо всем. Good night and goodbye. I'll see you next time. Всего хорошего. Я с вами увижусь в Калмыкии или приезжайте ко мне в Нью-Йорк на лекции в любое время. Или увидимся в Dharamsala. Okay. Oh, thank you.